Лука Макарена, Чекатали, Зизи, Асбару, Иман. Мухаммад? Мухаммад? А ты что здесь сидишь? Прячусь от сетевиков ЛНС. Почему? Мне тут позвонили недавно. Сказали, что найдут и зарежут меня. Из-за нашего видео разоблачения, которое мы сняли про них. Представляешь? А ты уверен, что тебя здесь не видно? Может быть, хотя бы туда сядешь? Думаю. Да. Пошли. Прошлое видео набрало очень много дизлайков, потому что всем сетевикам невыгодно, что мы сняли разоблачение на их компанию. Это влияет на их репутацию и падает доверие к ним. Так что мы просим вас, чтобы вы поддерживали наше видео, поставили лайк, чтобы видео увидело много людей и узнали про эту компанию правду. Ну что, вы хотели доказательств? Так что погнали. На самом деле мы не планировали больше снимать видео на подобную тему, про компанию ЛНС в особенности, потому что те, кому нужно было, они что-то извлекли из нашего видео и что-то поняли. Но в последние дни нам звонили и угрожали так называемые бизнесмены, миллиардеры. Посмотрите, сегодня или завтра я тебя нашел, потом поговорим, понимаешь, лицо на лицо. Но еще с нами связался парень, который более полугода работал там и нифига не заработал. Также он рассказал про свой опыт, который в этом видео мы полностью покажем и... Вы уже оцените. Да. И, к слову, он грамотный человек. Он рассказал немного о себе, о своей прошлой жизни. Он занимал хорошую должность в Таджикистане, но пришлось все бросить и от чего-то отказаться в погоне за деньгами, за мечтой. Нога болит. Можем потом поменяться, представь. Нет, все равно. Да? Не знаю. Он поделился всеми схемами, которые используют сетевики ЛНС. Рассказывал, как промывали его мозги и как он потерял уважение к себе от родственников, от друзей, от родителей. И в итоге ни хрена не заработал. Давайте разберемся по порядку и послушаем этого человека. Он расскажет, что и как. Мы задали ему несколько вопросов. Первый из них: как обычно приглашают в эту компанию? 3 разные вида приглашения есть, допустим. По-разному там приглашают, да? Родственников по-другому, там однокурсников, одноклассников, кто-то старше тебя или кто-то младше тебя, по-разному приглашают. Или, допустим, да, какие-то чужих людей, или, не знаю, какие-то люди, которые, можно сказать, из соцсетей. Вот, допустим, да, можно родственников или родителей, или близких людей приглашать. Обычно, да, допустим, говорят, что да, АТС, вот такой компании, нужно вам обязательно идти это посмотреть. Я недавно познакомились, вам тоже может понравиться. Или братьев, да, обычно так, иди туда, вот так посмотри и все. Или, допустим, да, когда старший кто-то, так приглашает их. Говорят, что да, типа, брат мой, мне нужен твой совет. Я недавно познакомился с одной очень хорошей перспективной компанией. Можете подъехать туда или приехать сюда, чтобы увидеть и посмотреть эту компанию. Типа, я младше кого-то спрашиваю у кого-то старшего совет, чтобы он приехал, он никто не говорят, допустим, да, называйся ЛНС, вот так нужно делать. А если кто-то будет спрашивать, да, а что нужно там делать, как можно зарабатывать, он что говорит? Они говорят, что приходи и все сам увидишь. Каким образом меня уговорили, вот по-разному бывает, я же сказал, близкие люди, одноклассники уговаривают обычно так, что, вот, допустим, да, говорят, вот мой друг или мой одноклассник, я недавно познакомился с одной компанией, тебе обязательно нужно это увидеть, я хочу тебе тоже предложить эту компанию, я вижу у тебя, что есть талант. Говорят перспективно, я вижу талант, все это такое, можно хорошие деньги зарабатывать. Они говорят вообще о компании ЛНС или названии. Они все делают, чтобы ты приехал на что? На презентацию. Презентация это, чтобы увидеть все там.
продукты, там, что предлагают, сколько денег. Как можно понять, у них есть целые схемы для каждой категории людей, для старших людей, для тех, кто младше тебя, для близких или для незнакомых людей. Это нужно для чего? Для того, чтобы каждому найти точечный подход и знать те места, на которые можно надавить, и как влезть в доверие к человеку, и тем самым его поскорее заманить в этот бизнес. Следующий вопрос. Сколько там работал и сколько зарабатывал за это время? Меня пригласили в компанию ЛНС в прошлом году, в этом месяце, в сентябре. Я выложил больше 55 или 60 тысяч рублей. И в течение почти 6-7 месяцев ничего не заработал. Такие люди очень много. Там работают год, 1,5 года и ничего не зарабатывают. Лидеры компании всегда говорят, что можно в этой компании десятки тысяч рублей заработать всего лишь за неделю. Но вот вам реальный пример того, что вот этот человек за полгода ни хрена не заработал в этой компании. Следующий вопрос, который мы задали. Ты приезжаешь в офис, и что происходит дальше? Когда кто-то тебя приглашает, в первую очередь, если есть возможность, сразу покупать. Если нет возможности, можно бронировать. А когда кто-то приглашает, нужно сначала увидеть презентацию. Это называется презентация. Показывает тебе продукты и разные цены. Сначала приходишь в первый час. Если тебе понравится очень сильно, ты хочешь там работать или зарабатывать там деньги, ты можешь бронировать или покупать сразу покупку. А если у тебя нету денег, уговаривать тебя, чтобы ты приходил второй час. Там показывает так, кто сколько зарабатывает. То есть мы поняли так, что когда ты приезжаешь в офис, для них самое важное любыми путями, любыми способами заманить тебя, вцепиться в тебя, чтобы только ты вложил деньги в эту компанию. Как они это делают? Они рассказывают об огромных доходах, они рассказывают истории там некоторых людей, членов этой компании, которые вчера еще были бедняками, а сегодня они уже миллиардеры, ездят на крутых тачках, покупают классные гаджеты, ездят в путешествия. И это реально может заинтересовать, потому что всем нам хочется так же. Нам хочется... Все и сразу. Ну, согласитесь, если бы вы пришли и вам начали рассказывать какие-то там сказки про нереальные деньги. Поможем, у тебя будет бизнес. Любой человек бы сразу поверил бы в это. Четвертый вопрос. Почему он перестал с ними работать? Потому что у меня долги стало очень много. Без квартиры остался. Меня выгнали из этого, без работы остался. Я не мог больше работать там. И я 6 месяцев заработал почти там много, больше 6 месяцев даже. Но ничего не зарабатывал. Ни копейки. Даже в минус пошел. Я в долги был перед компанией, перед многими знакомыми. Поэтому я вышел из этой компании и больше не пошел туда. Мне вот интересно, почему эти люди так громко кричат, что мы команда, мы дружная компания. Но когда один из них столкнулся с проблемами, но никто не пришел на помощь. Почему людей загоняют в долги, и им все равно на то, в каком психологическом состоянии находишься? Где эти добрые миллионеры, которые готовы помочь? Да, это так странно, что до того, как ты не принес деньги, они со всех сторон обхаживают, и что да, мы поддержим, мы поможем, если что, братишка. А потом, это твой бизнес, делай, что хочешь. Следующий вопрос, который мы задали. Когда ты понял, что эта схема похожа на финансовую пирамиду, что было дальше, что ты делал? Я что скажу на этот вопрос? На все эти вопросы не только пирамида, там еще есть 20, там 30, еще таких вопросов есть. Их всех есть, у них ответы. Когда ты говоришь лохотрон, когда ты говоришь это вранье, когда говоришь, что это нереально, такие деньги нельзя зарабатывать, когда ты говоришь, что это харам, когда ты говоришь, что у вас очень дорогие продукты, на это все у них есть ответы. Они уже наизусть знают это, потому что они записывают все эти ответы и вопросы на свои тетради. Я по своему опыту знаю, как это происходит. Прямо на обучении, на первых уроках тебе скидывают файл с вопросами и ответами, то есть как закрыть возражение. Если у тебя что-то спрашивают, то ты просто скидываешь шаблонный ответ, который даже не ты сам придумал, а
которые придумали за тебя основатели этой компании. И таких же людей много в наших комментариях. Люди просто присылают какие-то шаблонные комментарии. Мне кажется, они даже сами не понимают, что они пишут. Собака лает, караван идет. Собака лайкает, караван идет. Там 4-5 одинаковых комментариев будет. Что-то на нас смотрят. У нас тут внезапно села камера, так как мы на природе, поэтому доснимем на телефон. Как проходит обучение? С чего начинается? С первой очередь ты должен менять свой внешний вид, покупать там костюм, брюк, хорошая одежда, чтобы там выглядит очень стильно, да. Берешь тетрадь, записываешь разные там мечты, там свои причины, почему именно ЛНС, о продуктах. То есть, если ты хочешь стать миллионером, купи костюм и с умным видом рассказывай о своих перспективных доходах, о бизнесе и о том, что ты с удовольствием поможешь своим родным стать таким же, как и ты. Следующий вопрос. Что помогает заманивать людей в ЛНС? В эту компанию обычно врут, мошенничество там есть. Они тебе обманывают, чтобы ты хотя бы приехал, увидел там презентацию их. Вот так они обманывают. Когда ты приходишь, увидишь там первый час, у тебя есть бешеные там желания там работать и зарабатывать деньги. Они предлагают тебе, чтобы ты составил список своих друзей, ты составишь и пойдешь, как сказать, в какое-то там место и будешь звонить и предлагать своих друзей, знакомых деньги. В России или в Таджикистане, Узбекистане, Киргизстане везде так делают. Они даже будут предлагать, сказав своим друзьям, что у тебя родители болеют. Ты должен врать друзьям, однокурсникам, одноклассникам. У них есть фото там с отдела. Типа ты попал в отдел там милиции, или ты в больнице, или у тебя родители, кто-то болеет, или у тебя проблемы есть. Ты врешь, а после этого у тебя будет стыд, потому что ты уже врал. А кто предлагал это? Они предлагали. Почему? Потому что у этого человека было бешеное желание там работать. А после того, что он берет долги, а после этого он осознает, что это все было вранье. Он ради денег все врал. Всем людям врал. А кому стыдно будет? Тому человеку, который врал. И ты не приходишь, осознаешь, что это лохотрон или мошенничество, или пирамида. Если не придешь, твои деньги, во-первых, никогда не будут вернуть тебе. И еще за это тебя не дадут ни какой-то там пакет, ни продукт, ничего не дают. Чему люди верят? Потому что они, когда увидят презентацию, они думают о том, что действительно можно такие деньги зарабатывать, но так нельзя. Вообще у меня даже нет слов, чтобы это прокомментировать. Вы понимаете, какой это беспредел и на что они идут просто для того, чтобы вы вытащить из вас ваши деньги. То есть вы, чтобы зайти в бизнес, вы должны принести мало того, что свои деньги, рассказать там, не знаю, всем, что вы попали в катастрофу в больнице, что вы в ужасном тяжелом состоянии, заставить людей переживать, скинуть вам деньги, потом понять, но вы уже не можете выйти оттуда, потому что у вас долги, вам все равно нужно как-то попытаться, попробовать. Еще тебе все говорят, что ты слабак, потому что ты не хочешь продолжать. Короче, у меня нет слов, что они до такого додумались и в какие они условия загоняют людей, обычных, которые хотят развиваться. Следующий вопрос у нас. Можно ли там зарабатывать большие деньги? По-разному. У меня не получилось зарабатывать большие деньги, потому что мое место не в этой компании. А у кого зарабатывать большие деньги, это очень, как бы сказать, величайшие люди. Там из 10 там 2 или 2-3 человека могут большие деньги зарабатывать, а остальные нет. А остальные будут как бы просто наблюдать. То есть, чем больше ты врешь, притворяешься, строишь иллюзию, тем больше зарабатываешь. А если ты честен перед собой, как этот человек, который поделился с нами со своим опытом, то ты просто уйдешь из этой компании, осознаешь, что это все вранье. И больше не будешь. И больше не будешь этим заниматься. Следующий вопрос. Уговаривают ли они взять кредиты и долги? Конечно, они уговаривают, ты взял кредит или взял у кого-то долги, много денег. Многие кредит взяли у банков, своих друзей, своих знакомых.
Я же сказал, что они уговаривают тебя, что типа у тебя есть проблемы, у тебя есть какие-то там, ты попал в отделение, ты в больнице, или родители у тебя болеют, или что-то еще, или ты попал в какую-то катастрофу, и ты возьмешь очень много денег, чтобы там работать. Или чтобы там покупку делать и все. Ради денег. Они в плюс будут, а ты в минус. Ты не можешь даже вернуть свои долги, потому что ты ничего не можешь там зарабатывать. А того, что многие знают, что ты в ЛНС работаешь, отворачиваются. Близкие люди, однокурсники, одноклассники, знакомые, родственники. А даже бывало, что родители и братья даже отвернули от своего там сына или дочери. Отвернули, потому что он там работает и в долги попал, и много кредит взял. И последний вопрос. Как не попасться в сети сетевика, где они обитают? Что хочу сказать. Многие заманивают из соцсетей. Там обычно они сидят, те, которые работают в ЛНС, они сидят в одноклассниках в сети. Потому что там много таджиков, одноклассников, много таджиков, узбеков сидят там в онлайне, да. Они сидят в онлайне и ищут людей. И заманивают их оттуда тоже. И Инстаграма тоже соглашают людей, которые не знают. Заманивают людей оттуда, одноклассников и Инстаграма, чтобы ты не знал о компании. Если ты будешь спрашивать ЛНС или что-то еще, как называется компания, что нужно там делать или что-то еще, они говорят, что приходи и сам узнай. Ну, друзья, надеемся, что благодаря этому видео вы уже поняли, как они действуют и какие фразы они говорят. Возможно, это вас предостерегет, и вы не попадетесь на их какие-то уловки. И просто, если вы слышите это от какого-то человека, прекратите общение хотя бы на какое-то время, пока он не попросил у вас долг. Друзья, в прошлом видео многие не поняли, что мы хотели сказать о Саидмуроде Давлатове. Мы ничего не имеем против его личности, мы не проходили его тренинги, и, как многие заметили, да, мы можем многого не знать, может быть, они кому-то действительно помогают. Просто для нас остается странным фактом то, что такой влиятельный человек мало того, что рекламировал эту финансовую пирамиду, но и сейчас не может признать свою ошибку. Чтобы остановить людей, которые до сих пор верят и несут свои деньги в эту компанию. Ну все, ребята, спасибо, что смотрели. Поддерживайте этот видос лайком, чтобы что? Чтобы больше людей смотрело это видео, чтобы предупредить людей от плохих людей. Да. Подписывайтесь на наш канал. И на самом деле мне понравилось это делать. Да, мне тоже. Мне кажется, надо побольше снять таких разоблачителей, ёпта. Ну все. Всем хобби хуш, тубузди. Тубахайр, хобби хуш. Дастот дар набинан. Дар да набинан. Да? Дастот дар да набинан. Это все, что я знаю.